В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 22 апреля. Качественные дороги. Рамзан Кадыров проинспектировал новую транспортную развязку в Грозном. Будущее начинается сегодня. Главное богатство нашей великой страны – это ее народы, это их целостность, мир и согласие. Современные тенденции дошкольного образования обсудили на Всероссийской конференции. За кулисами. В этом году он празднует свое 40-летие. Специально к этому юбилею выпущен эксклюзивный номер книги «Стила Атын Хазна». Учащиеся Грозненского центра образования познакомились с работой редакции детского журнала «Стила». Рамзан Кадыров проинспектировал строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Вахи Алиева и Нурсултана Назарбаева. Специалисты возводят сразу 5 путепроводов с подпорными стенами. Развязка станет ключевым элементом дорожной сети столицы и значительно разгрузит центр города. Репортаж Турпалали Тайсумова. Осмотр строительства уникальной дорожной развязки глава региона проводит вместе с официальными лицами. С текущей обстановкой на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Вахи Алиева Рамзана Кадырова ознакомил первый заместитель председателя правительства субъекта министра автомобильных дорог Айсат Умхаджиев. Специалисты трудятся над возведением 5 путепроводов с подпорными стенами. Назарбаева, Nazarbayev hayır просто сездил, а лишь так вечер. Ja, ich sehe, kann ja auch du in der. Da wäre Bett gewesen.
Пробка шариат самый главный. А yok объекты, объекты. Пробка шариат фонд. На данный момент заменяются подземные коммуникации, подготавливаются места для заливки очередных фундаментов будущих дорог. Работы ведутся оперативно с соблюдением графика. Продолжается строительство подопорных стен и самих опор. На данное время у нас практически закончены работы именно с фундаментом по Старопромысловскому шоссе. Сейчас переходим на Назарбаева, то есть на Назарбаева уже один котлован вырыт, подушка подготовлена, то есть уже готовимся к заливке бетона. Сложности, связанные с материалами или техникой, отсутствуют. Рабочие трудятся круглосуточно, в несколько смен. Уже сейчас видны очертания будущей развязки. Опоры установлены. После укрепления фундамента начнется возведение верхних уровней. Масштаб работ огромен. Дорожный участок разгрузит потоки транспорта в центре города и обеспечит комфорт с повышенной безопасностью для всех автолюбителей. Турпал Алита Исумов, Сайтымин Мусаев и Сайт Селиман Пукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. В Грозном дан старт пятому модулю программы развития кадрового резерва в сфере науки и технологии высшего образования. Ключевой темой стало образование и наука в мультикультурном контексте. Главная цель программы – формирование профессионального сообщества молодых управленцев. В числе слушателей – ректоры вузов, руководители технологических компаний и представители органов власти. Репортаж Медины Мударовой. В зале 83 участника со всей страны, от ректоров вузов до руководителей крупнейших технологических компаний. Главная цель – формирование новой генерации лидеров, способных эффективно управлять научными процессами. Гостей поприветствовал вице-премьер-министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев. Он напомнил, развитие кадрового резерва – это курс, заложенный еще первым президентом Чеченской Республики Ахматом Хаджикадыровым. Именно ставка на подготовку управленцев позволила региону быстро восстановиться и выйти на путь устойчивого развития. В Чеченской Республике развитие кадрового потенциала является частью курса нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджикадырова. В условиях послевоенного восстановления именно ставка на подготовку управленцев позволила обеспечить устойчивое развитие региона. Сегодня тема модуля имеет особую актуальность. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. И именно в этой среде формируется современная модель образования и науки. Чеченский народ, наша республика, как никто другой, знает цену деформации межнационального мира. Мы прошли через трагические испытания в 90-е годы, когда этот межнациональный мир, межконфессиональный мир различным нашим недругам удалось деформировать. Сегодня в органах власти научно-образовательной сфере и ключевых отраслях экономики успешно работают подготовленные специалисты, способные эффективно решать задачи любой сложности. Уверен, что опыт Чеченской Республики формирования кадрового резерва будет востребован и в других субъектах Российской Федерации. Общение с аудиторией быстро перешло в формат вопрос-ответ. Гостей интересовал опыт республики, как строятся новые объекты, развивается туризм и работают региональные СМИ. Поток внутреннего туризма в Грозный и в целом в Чеченскую Республику постепенно растет. А есть ли какая-то программа информационной поддержки, рекламы вот этого, собственно, внутреннего туризма и, может быть, даже внешнего туризма? О значимости культурного кода и государственного подхода в управлении говорил президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Он отметил, что современный руководитель должен обладать не только набором компетенций, но и глубоким пониманием монокультурной среды нашей страны. Я буду отправлять вас из века в век, из ситуации в ситуацию, от больших, так сказать, разукрашенных золотом венценосных дворцов до кровавых баталий. Тема моя очень непростая. Я знаю, что очень часто задается вопрос по поводу наших национальных героев, по поводу тех людей, которые служили в разные времена под знаменами Московского царства, Российской империи, Советского Союза, ну и нынешней Российской Федерации. Для участников модуля, а это управленцы из самых разных субъектов России, визит в Грозный стал возможностью увидеть результаты масштабных преобразований воочию. Впереди у кадрового резерва несколько дней интенсивной проектной работы. Я жду, что я еще больше познакомлюсь с Чеченской Республикой. Это как бы такой основной момент. Да? Плюс у нас большая здесь будет проектная работа. Мы работаем над проектами, которые в конце
В середине лета будем их непосредственно защищать. Поэтому продолжить работу с командой, познакомиться с вашим регионом, найти новые знакомства, новых друзей. Программу реализуют РАНХИКС и университет «Сириус» совместно с ведущими научными центрами. Ее цель – создать сообщество лидеров для управления наукой, университетами и госсектором. Обучение состоит из 8 модулей. Работа 5-го только начинается. Опыт, полученный в Чеченской Республике, станет важным инструментом в арсенале будущих руководителей. 5-й образовательный модуль в Грозном продолжается. Впереди у участников насыщенная программа. Это проектные сессии, визиты в Чеченский госуниверситет и Российский университет спецназа. Итогом этой работы станут новые стратегии развития российской науки. Медина Мударова, Садамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Новые образовательные стандарты, эффективные методики работы с детьми, лучшие педагогические практики – главной темой дискуссии на научно-практической конференции «Точки опоры и точки роста в системе дошкольного образования». Он собрал в Грозном со всей страны воспитателей, методистов и ученых. Конференция позволила напрямую соединить теорию с повседневной работой в детском саду, чтобы вместе найти ответы на самые острые вопросы. О том, как прошел этот диалог, в нашем репортаже. Как не превратить подготовку к школе в зубрежку, а воспитание в набор сухих правил? Эти темы стали ключевыми на Всероссийской научно-практической конференции «Точки опоры». В Грозный поделиться опытом приехали представители детских садов с различных регионов страны. Главная задача, определенная указами президента, обеспечить каждому ребенку равный доступ к качественному образованию вне зависимости от его социального положения. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет особое внимание дошкольному образованию как фундаментальному уровню общей системы. Сохранение и поддержка семьи, укрепление духовно-нравственных ценностей и национального единства – неизменный вектор развития республики. Обращаясь к собравшимся, министр образования и науки Чеченской Республики отметил важность работы воспитателей. Сегодня в мире, где высокие технологии заполняют все сферы жизнедеятельности, необходимо применять новые подходы к работе с дошколятами, подчеркнул Хошбауди Дааев. И нам очень приятно, что Чеченская Республика лидер в этом процессе. Лидер в процессе, значит, лидер в процессе создания народа, расширения и уплотнения, обогащения своим населением, своими народами Великой Российской Федерации. Мы знаем, неоднократно наш уважаемый президент Российской Федерации Владимир Путин в своих выступлениях повторял и говорит, что главное богатство нашей великой страны – это ее народы, это их целостность, мир и согласие. Воспитатели, методисты и заведующие детскими садами обсудили, как сделать детский сад не просто местом присмотра за ребенком, а центром развития и воспитания подрастающего поколения. Выступающие отметили необходимость через познавательные игры активно заниматься просветительской деятельностью, начиная с ясельных групп детских садов. В своем выступлении министр, открывая эту конференцию, сказал о тех точках опоры, которые видит в себе система дошкольного образования Чеченской Республики. А мы, в свою очередь, отметили необычные духовные качества чеченского народа, чеченских педагогов. И вот это слияние профессионализма и каких-то особенных традиционных ценностей чеченского народа и педагогов является, наверное, основой, на которой будет строиться вся работа конференции. Будут секции по разным темам. Дошкольное образование – это один из важнейших этапов развития человека, закладывающий фундамент его личности и способности к обучению в будущем. Качественный подход воспитателя предоставляет мозгу нужную пищу, сенсорный опыт, постановку речи, умение решать логические задачи. Регион старается идти в ногу со временем во всех направлениях жизнедеятельности, и сфера дошкольного образования – одной из ключевых. Рамзан Абуев, Ибрагим Балтукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Учащиеся Грозненского центра образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова посетили редакцию детского литературно-художественного журнала «Стеллад». Ребята увидели, как создается издание, которое открывает читателям красоту и богатство родного языка, популяризирует чеченский фольклор и творчество национальных авторов. О том, что больше всего удивило гостей в редакции, в репортаже Рабиат Гайтиевой.
Всем известный детский журнал «Стеллад». В этом году он празднует свое 40-летие. Специально к этому юбилею выпущен эксклюзивный номер книги «Стеллад Нхазна», то есть «Сокровищница Стеллад». Интересно то, что оформление книги полностью повторяет первый номер 1986 года. И именно к юбилею издания, а также в преддверии Дня чеченского языка для учащихся Центра образования имени Ахмата Хаджи Кадырова организовали экскурсию-выставку в редакцию «Стеллад». Среди них и внук первого президента Героя России Абдуллах Кадыров. Школьникам показали первые выпуски журнала, с которых началась его история, а также представили новые издания. Журнал Уш, und Schwerisch, Aminat Ucht Яздин Йозду, Иза Бера Дюнца Амичи, вой ночи муат вой лилкш эймер дац элцана кета, от Яздар Уша дюхар номер Куалина. Ребята с интересом слушали, как на протяжении десятилетий журнал развивался и становился важной площадкой для сохранения чеченского языка и культуры. Школьники задавали вопросы, рассматривали старые номера и изучали современные публикации. Журнал «Стеллад» войнохчи изданиш мух кечеш о му балхбо. Ос журналца халхи дюна тер гергерлоду тер хихар хоша царна и журнал доузют цут эхашая урок шхюх цар. Ахка царнач о халер и журнал материал о мух кечо му ардок. В завершении встречи для гостей подготовили приятный сюрприз. Учащимся вручили юбилейные книги и сладости. Экскурсия оставила у детей и преподавателей яркие впечатления. Многие признались, что впервые так близко познакомились с работой редакции и журнала. В редакции отмечают, что на этом работа не останавливается. В планах продолжение выпуска подобных изданий и дальнейшая популяризация родного языка среди молодежи. Рабиат Гайтиева, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Введено для семей, оставшихся без крова из-за паводка, возводит 3 новых дома. Строители уже вышли на финишную прямую, уже завершена кирпичная кладка. Совсем скоро строители приступят к монтажу кровли, что позволит в сжатые сроки сдать объекты и расселить людей в новые комфортные дома. Как идет работа в Высогорье, в репортаже Лейлы Муртазовой. В семье Атабаевых 7 человек, они стали одними из жертв наводнения в селе Верхотой. Их дом стал непригодным для жизни после оползня. Помощь не заставила себя долго ждать. При поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова введено для пострадавших. Началось строительство нового крова. Не один дом, а сразу 2, так как ранее в одном жиле проживали 2 семьи. Цунан айманина дел резхил. Тхар да де зиари тханиц кочур бацар ицен вашдеш сюжез дая лиртха хинц тханиц кочур бол шума дацар иштал дукар. Кроме всего, тут же возводят еще один дом для другой семьи. На строительной площадке задействована целая команда специалистов. На данный момент киберчик блок ветенела институт хобу уешмел материал йолшу шамел масолк хаушбу кесдам вала. Основной объем работы на участке уже выполнен. Пострадавшим осталось совсем немного для нового этапа жизни. Дома строятся с учетом всех требований безопасности и современных стандартов. Здесь будет все необходимое для комфортной жизни, от коммуникаций до благоустройства территорий. Подобная помощь оказывается и другим людям, волей судьбы, оставшихся без крыши над головой. Руководство делает все, чтобы каждый нуждающийся почувствовал руку помощи и поддержку. Лейла Муртазова, Шамсуди Джабраилов, Сайт Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика присоединилась к всероссийской просветительской акции Роспотребнадзора «Диктант здоровья». Участники отвечали на вопросы о важности личной гигиены, профилактики кариеса и инфекционных заболеваний. О том, сколько вопросов было в тесте, в репортаже моего коллеги.
Просвещение по уходу за здоровьем и укрепление знаний для школьников. Всероссийская санитарно-просветительская акция «Диктант здоровья. Здоровая улыбка и чистые руки» инициирована Роспотребнадзором и проходит во всех регионах. Для учащихся гимназии номер 7 сотрудники управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике подготовили специальные тесты. Стартует первый этап всероссийской акции «Диктант здоровья». У нас сегодня первый модуль, называется «Гигиена рук. Здоровая улыбка». В каждом вопросе по одному ответу, 20 вопросов. Задания включают вопросы с несколькими вариантами ответов. Большинство касаются ухода за полостью рта. Здоровые зубы – это залог здоровья. Школьникам, например, чтобы сформулировать здоровые привычки с самого детства. Студентам, чтобы понять важность гигиены в самом активном возрасте. Для взрослых и родителей, чтобы освежить знания и передать детям правильные ориентиры. Ну и для педагогов это как готовый просветительский материал для проведения уроков, классных часов в разговоре о важном. Беря во внимание склонность детей к сладкому, есть риск возникновения кариеса. Учащиеся 4 класса гимназии номер 7 отвечали на вопросы правильно, а значит им известны последствия чрезмерного употребления сладких продуктов. Для детей особенно важно знать основы правильной гигиены, учитывая, что их день насыщенный и контактируют они с разными предметами, а также между собой. Магомед Салах Салтамурадов – один из тех, кто заработал 100 баллов за пройденный тест. Знание правильного ухода за собой ему известны прекрасно. Диктант понравился, смог ответить на все вопросы, было очень интересно. Утром и вечером 2 раза в день, по 2 минуты чистить. В средней школе номер 2 учащиеся также смогли принять участие в акции. Это был первый модуль, а еще запланированы движение жизни, правильное питание, используем гаджеты рационально. Турпа, Лолита Айсумов, Магомед Басаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.